Мусульмане и иудеи говорят, что Троица — это более позднее изобретение, и что Ветхий Завет учит о строгом единоличном Боге, в то время как Новый Завет просто отклоняется в сторону, возможно, даже во что-то языческое. Но они не читали очень внимательно, потому что как только вы начинаете углубляться в Ветхий Завет, вы видите это. Многоличностный Бог проявляется в образах не раз или два, а в разных книгах, жанрах и столетиях. И это не случайные тексты доказательства. Это сложные гармонии, тонкие, последовательные, которые невозможно подделать. Троица не является отрывком из Ветхого Завета. На самом деле, это единственное, что придает ему смысл. Давайте рассмотрим лишь несколько примеров. Самый известный стих еврейского монотеизма – «Шма». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Его часто цитируют, чтобы опровергнуть любую идею о божественной множественности. Но в иврите есть нюанс, который на самом деле имеет значение. Слово «един» здесь — это «эхад», что может означать «сложное единство». Вспомните, например, одну плоть в книге Бытия 2.24 или одно сердце во втором Паралипоменон 30.12. Это «эхад». Если бы Моисей хотел подчеркнуть абсолютную единоличность, у него было другое слово – «яхид», которое используется, когда речь идет о единственном или одиночестве. Но он не использовал «яхид», он использовал «эхад». Это не доказывает Троицу, но также не означает, что Моисей исключал ее. На самом деле дверь остается открытой. А как насчет всех этих местоимений единственного числа, обозначающих Бога? Он, ему, его. Разве это не означает, что Бог – это всего лишь одна личность? Не обязательно. Иногда даже ко всему народу Израиля обращаются с местоимениями единственного числа. В Псалме 129:7 говорится: «Да уповает Израиль на Господа, Он избавит Израиля». Это целая нация, описываемая как один человек. Итак, прояснив этот вопрос, давайте перейдем к более интересному. Места, где божественная множественность проявляется на поверхности. В книге пророка Захарии 2:6-12 мы видим одну из самых ярких иллюстраций этого. Яхве говорит. Он говорит, что собирается простереть свою руку над народами. Затем внезапно он говорит: «И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня». Подождите, что происходит? Яхве послан самим Яхве? Да, именно так здесь и написано. Говорящего зовут Яхве, но он также послан самим Яхве и обещает пребывать среди них. Это подозрительно похоже на воплощение. И это не единственное место из Писания. Мы видим это в книге пророка Исаии 48:1-16. Бог снова говорит, называя себя тем, кто сотворил мир. Затем в стихе 16 он говорит: «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Убедитесь, что вы поняли это. Говорящий божественен, но он также был послан вместе с Духом Святым. Три личности, один Бог. Это не выдумка более поздних христиан. Об этом прямо говорится в еврейской Библии. Некоторые комментаторы пытаются уклониться от этого, говоря, что, возможно, говорящий — это Кир или сам Исаия. Но текст это никак не подтверждает. О Кире неоднократно говорится, что он не знает Бога, и весь ход главы ясно показывает, что говорящий — это Творец. Даже если вы каким-то образом засунете сюда Исаию, вы все равно остаетесь с Духом Святым, как с личностью, отличной от Отца. В любом случае, в конечном итоге вы не придете к строгому унитаризму. Исайя 63 дает нам еще больше. В стихах 7 по 10 Бог описывается как Отец, а Святой Дух огорчен восстанием Израиля. И говорится, что ангел его присутствия искупит и спасет народ. Этот ангел или посланник не просто какое-то существо. В книге Исход 23:20-21 говорится, что он обладает властью прощать грехи, поскольку носит имя самого Бога. И еще вот что. В книге Осии 1:7 говорится: «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их». Это был бы действительно странный способ рассуждать, если бы Бог был всего лишь одной личностью. Но если Отец спасает через Сына, тогда все становится на свои места. Притчи 34 может быть самым загадочным и, возможно, даже самым интригующим местом Библии. Царь Агор спрашивает, кто восходил на небо и не сходил, какое имя ему и какое имя сыну его. Весь этот отрывок о том, что Бог непостижим, и все же он заканчивается указанием не только на Бога, но и на его сына. В этом контексте этот сын столь же таинственен и божественен, как и сам Бог. Итак, о чем это говорит? Ни один из этих текстов не имеет смысла, если Бог — это всего лишь одна личность. Но как только вы увидите Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, все становится на свои места. Это не просто случайные отголоски или поздние христианские правки. Они переплетены с многовековыми еврейскими священными писаниями, демонстрируя неизменную удивительную гармонию.